Ці будзе сёлета плошча? І калі будзе, то якая? І да чаго яна прывядзе? З ушчынаннем крымінальнай справы супраць Сергея Ціханаўскага і ягоных паплечнікаў лагічнае кола замкнулася. За гэтыя 2 месяцы ўлады зробяць усё, каб літаральна пад асфальт закатаць усю народную незадаволенасць. Вось толькі ці азначае гэта, што і сёлетнія перавыбары Лукашэнкі пройдуць спакойна? Хочаце сцэнар сёлетняй плошчы ад, скажем, фрау А. Г.Л.? Основная тема – организация предвыборной кампании и проведение выборов в стране. Нам всем понятно, что все события развиваются по заранее продуманному сценарию. Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки. Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые не исключено захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. И чему тут удивляться? Чего так все удивляются? Ах, як Лукашенко откажет. Ответ будет один. Вы прекрасно понимаете. Сотні затрыманых у траўні і ўжо дзясяткі затрыманых толькі цягам першага тыдня чэрвеня. Відавочна, што страну для жизни Лукашенко загадаў знішчыць. Я собираю подписи. Что я нарушила? Хорошо, а можно узнать, что я нарушила? Можно узнать? Я ничего... Объясните. Какой? А какой административный? Вы сами пройдете? Хорошо, можно пояснить просто? Я понимаю. Всех нас позабирали просто так, и я просто... Встаньте, пожалуйста, пройдете. Хорошо, я позвони родственникам сразу. Позвони родственникам. Телефончик мне оставь. Позвони мне, оставь телефон. Наташа, там Чтоб подписи меньше собрали. За что забираешь, что непонятно. Это с вами человек, да? Нет. вчера меня пас. То, что я папу скинула в рубашку. С паспорта нельзя ставить. Идет на другой день. Пошли по дороге. Сейчас, нет, подождите, можно я скажу хотя бы? У меня несовершеннолетние дети дома. Мне нужно, чтобы их кто-нибудь забрал. Потому что я понимаю, что я не вернусь домой. Вы понимаете? Потому что никто не возвращается. Посмотрите, что сейчас творится. Никто не возвращается. У меня одни дома дети. Я вас понял, слушаю. Когда-то их здесь тоже не дождутся. Смотри, там, если что, забирай детей. Отключай горячую воду, ну, все, чтобы котельник было. Вася уже уехал, Арину. Чтобы закрывали двери, все. Что меня не отпустят, но никого не отпускает. Поэтому я вот готова, что тоже на сутки пойду. Животные. Что вы меня задерживаете? Какое неправильное время? А до этого за что вы его вели? Задержание можете составить? А куда вы его? А чего вы его к 7 утра караулите под домом? Мужчина, не создавайте провокацию, пожалуйста. Да нет, это мой брат, во-первых. Я имею право знать, что с ним, чтобы вы понимали. Это не провокация, это просто вопрос. Ваша фамилия, имя, отчество? Доменков Павел Александрович. Сейчас наш административный процесс. Съемка разрешается только по дозволению по вашему ходатайству. И что Вы не значит? заявляете ходатайство о проведении видеосъемки. Хорошо, я заявляю ходатайство. Я его отклоняю. Вы не являетесь участником административного процесса. Если это видеозапись, Так это же против него, а не против меня. Вы не путайте, вы не подмениваете это самое, нормы и правила. Не показывал, никто не показывал, я свидетель. Никто документы никому не показывал, он убегал от 2 мордоворотов. ребята, сегодня просто пикет на универмаге на новом.
Ну, Светлана Тихановская собирает, ну, эти, как его, подписи. Меня не отдают, просто не хотят, чтобы я там был. Имейте в виду. Скажи. Знаете, чтобы вы просто знали, я ничего не совершил. Дома караулят с 7 утра. С 7 утра, вот наш железнодорожный район, меня связали в ремню. Права голоса вообще нету. Это вообще... Вот мое право голоса. Смотрись. Да им не важно. Ведаеце, чаму яны нават не замарочваюцца і плююць адкрыта на закон? Ды таму што могуць. Законаў гопнікаў у дзяржаве, якая кіруецца гопнікамі, ніхто не адмяняў. Пры гэтым галоўная мішень для рэпрэсіяў нават не тыя, хто насмеліўся асабіста абразіць Лукашэнку, назваўшы яго тараканам. Найперш, гэта тыя звычайныя беларусы, хто бадай упершыню ў жыцці на ўласныя вочы пабачыў, што, аказваецца, Лукашэнку ніхто не любіць і ніхто яго не падтрымлівае. Усе тыя, хто раней мог папросту абурацца на кухні і пры гэтым махаць рукой. Ат, што я там магу адзін зрабіць, калі большасць за Лукашэнку? Забіць веру беларусаў у самых сябе і надзею на змены да лепшага. Вярнуць страх, расчараванне і апатыю. Вось дзеля гэтай мэты усе сродкі пасуюць. Всех этих майданутых хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет. На кухне хотят, на кухне, пожалуйста, но чтобы не мешали другим людям. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек, все осуждали его, когда умер, на коленях стояли и рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим, некоторые. Но так мы напомним. Ну і па скрыптум, а дакладней пытанне да вас. Нават калі плошча мае адбыцца, то чаму менавіта 9 жніўня? Няўжо ўжо зараз недастаткова падставаў, калі не для масавых пратэстаў, то хаця б для ціхага сабатажу на месцах і непадпарадкавання дыктатару? Ну дзеля чаго цярпець яшчэ 2 месяцы? Можа, варта падумаць над уласным сцэнаром?